Абдулла Галаев эти 50 метров преодолевает вольным стилем. Это его любимый вид плавания. Участнику турнира из Магаса придется выложиться на максимум. Конкуренция большая. На первое место претендуют 30 спортсменов. Ты лидируешь? Пока не знаю. По спине нет. По спине третий. В соревновании принимают участие в основном пловцы Магасского бассейна. Турнир открытый, а значит попробовать свои силы может любой желающий. Не имеет значения, опытный пловец или новичок. Их, кстати, нетрудно даже на глаз друг от друга отличить. Одни, казалось бы, несмотря на все законы физики, проносятся вихрем. Другие же только учатся такому мастерству. Ну а когда спортсмен развивает скорость стилем баттерфляй, выглядит очень красиво. С каким успехом проходит у вас соревнования? Пока что хорошо, но в прошлый раз не так хорошо было. А вы до этого участвовали? Да. Второе и третье место. Там были грамоты, кубки и еще медали, все. Еще раз на прошлых соревнованиях я, по-моему, 2 минуты и 8 секунд проплыл. Плавание – это спортивная дисциплина, в которой успешно совмещаются такие понятия, как здоровый образ жизни, искусство и медицина. Неспроста врачи всегда рекомендуют своим пациентам плавание. Вне сомнений, у этих ребят крепкий позвоночник. Участвуя в турнире, они только за один заплыв проходят 50 метров пути. Всего таких маршрутов в турнире 8. Сегодня у нас заплывы проходят в 4 группах. И 8 заплывов, и 9-й заплыв – это эстафета. Это 50 метров вольный стиль, 50 метров на спине, 100 метров брас, 100 метров баттерфляй. По каждой из них есть свои победители. В каждой группе, в каждой возрастной категории есть свои победители и призеры. Федерация плавания Республики Ингушетия начала функционировать в 2013 году. Тогда популяризировать среди молодежи этот вид спорта было трудно из-за отсутствия плавательных специализированных бассейнов. Теперь спортивные объекты есть в Магасе, в селе Троицкое, Малгобеке, а с недавних пор, благодаря вмешательству и личному поручению главы региона Махмуда Али Калиматова, еще и в Горском кадетском корпусе в селе Сурхахи. Данное мероприятие мы приурочили героям, погибшим в ходе военной специальной операции на Украине. По поручению главы Республики Ингушетия нами проведено это мероприятие в данном плавательном бассейне, так как данное учреждение открыто на базе Горского кадетского корпуса совсем недавно, в июне месяце у него было открытие. В данном плавательном бассейне условия очень даже хорошие, так как аналогов в республике у нас только могут соревноваться только в Магасе плавательные бассейны, а так очень прекрасный бассейн. Последний финальный заплыв эстафета поставил точку в этих состязаниях. Судейская коллегия переносит все результаты секундомеров на бланк, а затем и в грамоты. Определились победители и призеры по каждому из этапов. Имран Льянов завоевал золото в категории 100 метров брас. На дистанции 100 метров брас. Первое место. Льянов Имран. Мы долго тренировались, готовились к соревнованиям. Это было нелегко, но я смог занять первое место. И каковы ощущения сейчас после победы? Я очень рад. Победителям и призерам, кроме почетных позиций на пьедестале, достались медали, кубки, грамоты и ценные призы. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.